Добрый вечер. На вашем канале новости. В студии Елена Кобзева. И Джолдош Исаков. И вначале коротко о главных событиях уходящего дня. Подверглись критике, не успев приступить к работе. Сегодня Джигурку Кенеш рассмотрел обновленный состав правительства. В чьих интересах предоставляются налоговые льготы? Из-за послаблений, предоставленных импортерам и экспортерам, бюджет государства потерял 20 миллиардов сомов. Коррупционный скандал в Министерстве транспорта получил продолжение. За полгода уже второй глава ведомства обвиняется в злоупотреблении в ходе проведения тендера. Чрезвычайное ведомство находится в бедственном положении. У противопожарной службы нет средств даже на закупку пены. Большая часть техники устарела как морально, так и технически. Сегодня Джигурку Кенеш посвятил свое пленарное заседание только одному вопросу – рассмотрению структуры, состава и программы правительства. Несмотря на то, что накануне все это одобрил профильный комитет, вопросов сегодня от депутатов прозвучало большое количество. И прежде всего они касались, конечно же, кадровых решений. Всего, напомним, в составе Кабмина появились 7 новых фамилий. Некоторые из них прежде неизвестны широкой публике. Как, например, Уран Ахметов, претендующий на пост министра юстиции, или представленный на должность главы Минтранса Джемшедбек Калилов. Все они, как заверил Сооронбай Джейнбеков, достойные кандидаты. Однако депутаты призвали ИО премьера тщательнее подбирать кадры. Они напомнили, что весной Джейнбеков выбрал на пост министра транспорта Замирбека Айдарова, которого теперь подозревают во вмешательстве в тендер по автодороге Бишкек-Карабалта. Пост первого вице-премьера предлагаю Мухаммедкалыя Абулгазиева. Не сидите, если представляю, вставайте с места. Перед тем, как перейти к представлению членов своей новой команды, Сооронбай Джейнбеков минут 20 озвучивал тезисы новой правительственной программы. И если по ней вопросов у депутатов практически не было, за исключением замечания о том, что она далеко не новая, а практически та же, что была представлена в апреле, то вопросов относительно новичков Кабмина сегодня было большое количество. Вы готовы нести персональную ответственность за столь некачественно подобранный состав членов правительства? Вот у меня вопрос к вам конкретно, Сооронбай Шарипович. Я к вам очень уважительно отношусь, но я просто хочу получить, потому что люди, один из самых больных вопросов в обществе сейчас, это не состояние, то, что правительство не в состоянии обеспечить на должном уровне общественную безопасность. Улан Исраилов, Улан Джумабекович. Улана Исраилова я знаю давно, вместе работали. Да, он не может красиво говорить, он не оратор. Да, он не может красиво хвалиться, но он качественно выполняет работу. Вы же знаете, у нас в этом плане дефицит хороших кадров. Бывает, поставишь на должность опытного специалиста с подвешенным языком, а он оказывается вором. Поэтому я уверен, он справится. Некоторые депутаты, надо сказать, сегодня действительно для новичков устроили своеобразный экзамен. Вопросы звучали, например, а сколько всего министерств в правительстве или сколько в стране РОВД и ГУВД? Те, в свою очередь, затруднялись с ответами. Как говорил однажды Сталин, кадры решают все. Я посмотрел резюме новых кандидатов и вижу, что есть по отдельным министерствам хорошие решения. Например, вот на пост главы Минтранса предлагаете опытного специалиста. Это очень хорошо. А вот по Минсельхозу есть вопросы. Я, оказывается, не знаю кандидата. Вы мне скажите, вот у нас есть стратегия устойчивого развития до 2017 года. Сколько в нем есть проектов в сфере сельского хозяйства и какие из них уже реализуются? В основном там есть цель трансформации багарных земель в орошаемые территории. Там говорится о 50 тысячах гектарах. Если вы мне доверите эту должность, я постараюсь до 2017 года выполнить эту задачу. Депутаты, конечно, понимали, что до 2017 года сделать это нереально. И некоторые парламентарии, в частности те, кто уже состоит в правящем альянсе, решили вспомнить историю и поддержать новичков. Как-то на заседании правительства премьер-министр Апаз Джумагулов спросил у одного министра, как называется точно его ведомство. Тот, оказывается, 2 дня без сна готовился к этому заседанию и, запутавшись, не смог ответить. Его потом попросили назвать свою фамилию, и на это он не ответил. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте поймем новых министров и поддержим. Министрами не рождаются, ими становятся. Впрочем, от этого пожелания, побывавшего на своем веку много раз министром Акылбека Джапарова, острых вопросов меньше не стало.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, менде мындай суроо да. А министра внутренних дел вы почему меняете? Если вы говорите, что он хорошо работал, мол, сократил аппарат на 300 человек. Мен ал кишини жаман дебейм. Я ничего плохого о нем не скажу. Он очень хороший человек, но реформы в МВД застопорились. Поэтому решили поставить туда нового человека. Сооронбай Шарипович, 4 вице. Сооронбай Шарипович, вот рядом с вами сидят 4 ваших вице-премьера. Чем конкретно они занимаются? Мне кажется, вы должны пойти на решительные шаги по оптимизации структуры Кабмина. Когда вы представляли здесь прошлой весной прежнего министра транспорта, мы у вас спрашивали, а справится ли он? Вы нас уверяли, что он отличный кадр. А сегодня АКС подозревает его в коррупции. И это всего за 7 месяцев. Почему бы вам не прислушаться и к нам, к оппозиции? Я вам советую более тщательно подбирать кадры. Всего напомним, новая коалиция предлагает сменить в правительстве 6 министров и 1 вице-премьера. Это практически 1/3 всего состава Кабмина. Манас Ачгидов, Алтынбек Каныбекулу, Саматулла Такунов, НТС. При рассмотрении нового состава правительства большинство вопросов депутатов остались без ответа. В прозвучавших же ответах было мало конкретики. В частности, никто из Кабмина не смог сказать, когда будет реализован проект «Безопасный город». По словам исполняющего обязанности премьер-министра, большинство проблем не решается из-за нехватки средств. Депутаты же в своих выступлениях в основном затрагивали вопросы коррупции в дорожном строительстве, проблемы границ и системных реформ в целом. Бүгүнкү күндө 2016 жылга Доходная часть бюджета в 2016 году предусмотрена в размере 126 миллиардов сомов. Расходы – 148 миллиардов. Капитальные вложения и прямые госинвестиции – 39 миллиардов, 600 миллионов долларов. Обращаю ваше внимание, на сегодня самый крупный инвестор в государстве – наше правительство – 600 миллионов долларов или 39 миллиардов сомов. В том числе 11 миллиардов на дороги, на школы 1,5 миллиарда сомов. А какое качество всего этого? Как проходят тендеры? Привлечены ли к ответственности те, кто допустил нарушения? Наказаны ли те, кто проводил тендеры с нарушениями? Все это происходит потому, что считается, что государственные деньги – ничейные деньги. Абсолютная безнаказанность порождает абсолютную безответственность. Бюджет Минздрава около 15 миллиардов. Но вы посмотрите на состояние больниц, профессиональный уровень врачей. Вот вчера по телевидению показывали, новорожденный весом в 3,5 килограммов умер по вине врачей. Министр здравоохранения говорит, что они изучают этот случай и по результатам расследования дадут ответ. Погубили новорожденного весом в 3,5 килограммов. Почему не возбуждают дело на виновных в его смерти врачей? Хоть кого-нибудь уволили за это? В 2015 году родились 163 402 ребенка. Из них умерло 3000. Это ужасные цифры. Что касается МВД. Его бюджет составляет около 3,5 миллиардов сомов. В Панфиловском районе милиционеры под видом таксистов ограбили пассажиров. За это наказали начальника РОВД, хотя бы уволили его. О дорожно-транспортных происшествиях. За год произошло более 4,5 тысяч ДТП, в которых погибло 761 человек. 7,5 тысячи пострадали. В республиканский бюджет только от штрафов поступило 258 миллионов сомов. Мы с 2012 года говорим о необходимости реализации проекта «Безопасный город». Более 5 миллиардов сомов оседает в карманах коррупционеров. Вот почему проект «Безопасный город» не хотят реализовать. Вместо строительства дорог можно было бы на эти деньги реализовать этот проект. Он окупил бы себя за 1 год. Вы должны пойти на решительные шаги и взять на себя ответственность. Только тогда можно изменить государство. Сооронбай Шарипович, вас поддерживает Алмазбек Шаршенович. Потом социал-демократы, партия с 20-летней историей. Я вам предлагаю, надо будет увольняйте министров, никого не боясь. Вы 28-й премьер-министр, будут и после вас. Но я вам желаю, чтобы вы остались в истории как глава правительства, сделавший большие реформы. Горячие дебаты по поводу утверждения состава Кабинета министров продолжались допоздна. После завершения обсуждения фракция «Республика Атаджурт» попросила 15-минутный перерыв. После чего Омурбек Бабанов заявил, что качество представленного состава оставляет желать лучшего, и фракция не удовлетворена им. Вся ответственность ложится на премьер-министра. Однако, учитывая приближение зимы, Республика Атаджурт решила поддержать правительство авансом. В конце года Кабмин должен представить парламенту свой отчет. По его результатам будет поставлен вопрос о доверии правительству. В завершении заседания за утверждение нового состава Кабинета министров проголосовало 112 депутатов.
Депутат от фракции «Кыргызстан» Канат Исаев в скором времени, возможно, предстанет перед следователями. Генеральная прокуратура возобновила уголовное дело по подозрению его в совершении преступлений в бытности мэром города Токмака. По данным надзорного ведомства, была создана специальная рабочая группа, которая провела проверку. По ее итогам были выявлены необоснованно приостановленные и прекращенные производством уголовные дела, в том числе и по совершенным должностным и коррупционным преступлениям отдельными должностными лицами Токмакского муниципалитета. Должность его главы Канат Исаев, отметим, занимал с сентября 2008 по апрель 2010 года. После апрельских событий в отношении Исаева дважды возбуждали уголовные дела, но оба впоследствии были закрыты. Второй министр, который погорел на тендере, экс-глава Министерства транспорта и дорог Замирбек Айдаров продвигал интересы китайской компании. К такому итогу привела проверка АКС ГКНБ по тендеру на реконструкцию автодороги Бишкек-Карабалта. Министр не только без конца менял членов тендерной комиссии, но и лично переписывался с банком, финансирующим этот ремонт. Все это по заключению спецслужб можно квалифицировать как превышение и злоупотребление должностным положением. Напомним, на реконструкцию автодороги Бишкек-Карабалта Азиатский банк развития выделяет 100 миллионов долларов, 35 из которых в виде гранта, а 65 миллионов – это кредит, погасить который кыргызская сторона должна в течение 32 лет. Работа министра транспорта и дорог интересна, но опасна. В последнее время чиновникам не удается провести тендер так, чтобы потом остаться на посту. Если Аргынбек Малабаев оскандалился с проектом Балыкчы-Курумду, то и Замирбеку Айдарову предъявляют статьи «Превышение полномочий и злоупотребление должностным положением». Он, как выяснилось, вмешивался в процесс проведения тендера на реконструкцию автодороги Бишкек-Карабалта в пользу китайской компании China Railway. К такому заключению пришли в АКС ГКНБ. По результатам проверки, проведенной после обращения членов тендерной комиссии в начале октября. Эти факты были выявлены, указаны в справке АКС ГКНБ, указано, что министром усматриваются признаки преступлений статьи 304-305 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. И для дачи правовой оценки все эти материалы комитетом и АКСом направлены в Генеральную прокуратуру. Одновременно с началом проверки антикоррупционной службы была создана депутатская комиссия, итоги работы которой имеют примерно те же самые выводы. Мы направили очень много запросов по этому вопросу. Сейчас у нас выясняется та же история, которая у нас сейчас есть в народе, то, что Министерство транспорта превратилось в такую коррупционную схему, коррупционную область, что нет конкретных решений. В течение 7 месяцев министр показал свою неработоспособность. Коррупционная схема в этой министерстве очень сильно развита. Попытки вмешательства Айдарова в работу тендерной комиссии в пользу компании China Railway подтверждаются его перепиской с Азиатским банком развития в обход тендерной комиссии. В результате этого общения АБР и не согласился на компанию, предложенную тендерной комиссией. Причем работать ей было, судя по всему, непросто, ведь ее членов постоянно меняли. Председателем этой комиссии был уже экс-замминистра Министерства транспорта и дорог, это Улан Уезбаев был, так как он ушел с этой должности. Временно поставили на исполнение вот этих обязанностей начальнику управления автодорог Мелису Алапсатарову. Так как был назначен новый заместитель министра транспорта и дорог Еркинбек Осоев, функции председателя этой тендерной комиссии было передано ему. Свою активность сам бывший министр объяснил лишь попыткой ускорить начало строительства. Китайская компания China Railway, за которую выступил и АБР, готова осуществить проект за 70 миллионов долларов. Следующее за ней предприятие из Азербайджана попросило 82 миллиона. Это единогласно и выбрали члены тендерной комиссии, заподозрив китайцев в намеренном занижении цен. У нее очень резкий отрыв. Например, следующая за ней компания идет с отрывом 12 миллионов. С инженерной оценкой там тоже очень большой разрыв. Это очень опасно. Я, например, как специалист считаю, что под таким расценкам очень сложно выполнять работы. В центр общественного внимания теперь уже бывший министр транспорта и дорог Айдаров попал еще ранее. Общественность смутила то, что он ездил на дорогом автомобиле другого крупнейшего подрядчика по строительству дорог – компании China Road. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, однако, не нашла в использовании автомобиля ни нарушения, ни преступления. Впрочем, после скандала министр чуть ли не в тот же день вернул авто китайской компании. Болот Исаев, Александр Симонов, НТС.
Правительство должно ответить за потери бюджета из-за необоснованных налоговых послаблений. В своей программе глава правительства отметил, что из-за различных преференций страна потеряла более 20 миллиардов сомов, то есть примерно 5% от ВВП. Законодатели уверены, что причина этого – государственный сговор. Например, льготы для мукомолов лишили бюджет более чем 600 миллионов сомов. Однако цель снижения стоимости муки достигнута так и не была. Отнюдь этот товар первой необходимости начал расти в цене. Теперь эту ситуацию вынуждены выправлять депутаты Джугурку-Кенеша. Бюджет страны не досчитался 20 миллиардов сомов из-за различных налоговых льгот. Такие цифры в своей программе привел глава правительства. Кабинет министров признал, что многие из преференций были излишними. И теперь эти нормы в некоторых случаях будут пересмотрены. Однако, по словам чиновников, обойтись без таких механизмов было нельзя. Этого требовала ситуация не только в нашей стране, но и проблемы мировых рынков. С учетом того, что создать наиболее конкурентные преимущества для наших бизнесменов, пошли на кардинальные меры, да, несмотря на кризисные явления, отменили один из самых таких серьезных налогов, который лежал бременем на наших экспортерах, это налог с продаж. Соответственно, это повлекло за собой определенное снижение налоговых поступлений. И вторая проблема, значит, мы стали членом Евразийского экономического союза. Была определена доля, по которой будет наше расщепление. И на момент присоединения эта цифра, конечно, была значительная. Но в связи с тем, что мировые цены на нефть резко снизились, да, санкции в отношении наших партнеров были введены, импорт этих стран начал значительно снижаться. Да? А эти налоги не собирались при импортных поступлениях. Соответственно, общая казна уменьшилась. Наша доля 1,9% в денежном выражении тоже стала меньше, чем мы рассчитывали. Поэтому вот это основные два направления, по которому было выпадение из налогов. Один из таких механизмов, который, как предполагали чиновники, должен поддержать отечественных производителей, стали налоговые послабления для мукомолов. Правительство активно лоббировало этот вопрос и уверяло, что это поможет снизить цену на продукт первой необходимости. В результате бюджет недополучил 600 миллионов сомов, а ситуация с ценами не изменилась. Несколько недель назад мука стала дорожать. После казахстанской муки подорожала и наша. Например, мешок в 50 килограммов стал дороже на 100 сомов. Из-за этого подорожала вся мучная продукция. Макароны, лапша – все стало дороже. Поставщики объясняют это тем, что зерна не хватает. Парламентская оппозиция уверена, что дело тут вовсе не в зерне. Налицо сговор заинтересованных лиц. И правительство приняло в этом сговоре непосредственное участие. Теперь, говорят законодатели, новый кабинет министров должен ответить за свое лобби. Тем более, что ключевые фигуры, причастные к этому вопросу, в команде Джеймбекова остались прежние. Мне кажется, это политический сговор. Это лично мое мнение. До этого, когда принимали этот законопроект, я был против. Я тогда говорил, что идет лоббирование интересов мукомолов. Это не только это и в парламенте, и общественности, и во всех средствах массовой информации. Это даже большое замечание, отдельное замечание МВФ нашему правительству, что это было очень неправильный шаг. Теперь парламентарии намерены исправить ошибки правительства. Кенжебек Бокоев уже разработал законопроект, отменяющий предыдущую норму по НДС на муку. Какие меры правительство предпримет по остальным налоговым послаблениям, видимо, будет ясно после ревизии, которую премьер-министр обещал провести в ближайшее время. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС. Участие сразу в нескольких церемониях открытий запланировано у президента Алмазбека Атамбаева. Запуск новых объектов в Волжской и Баткенской областях – основные пункты его рабочей поездки. И уже сегодня в южной столице прошла презентация очередного физкультурно-оздоровительного комплекса, подстроенного компанией «Газпром». Глава государства назвал это мероприятие настоящим праздником не только для жителей Аша, но и близлежащих поселений. И еще раз отметил, что компания выполняет все заявленные обязательства. Однако на этом рабочий тур президента не закончится. Завтра он откроет здание полка специального назначения, а также школу в Баткене. В город Ош президент прилетел часом позже намеченного. Погода в Бишкеке подвела, а потому, что называется, с корабля на бал. Свой рабочий визит Алмазбек Атамбаев начал с открытия нового спортивно-оздоровительного комплекса на территории одной из воинских частей в Аше. Натренироваться и укреплять здоровье здесь смогут не только военные, но и простые жители. Я помню, просили построить спорткомплекс, но здесь уже
с Божьей помощью такой спорткомплекс построен, что могут сюда приезжать, и я думаю, ближайшие не только военный городок, но и жители Айлык, Мутуджапалак, и, наверное, может быть, даже кто-то будет, я не удивлюсь, с Саравана приезжать, потому что это такой спорткомплекс, где можно будет проводить и соревнования, и растить будущих чемпионов. Этот спортивный объект, как отметил президент, просто необходим для того, чтобы военные служащие могли поддерживать свою физическую форму. Хорошо подготовленные служащие – гарантия качественной защиты населения. В июне 2010 года Минобороны было, а армии не было. Не было вооруженных сил. Мы это видели наглядно. И если 6 лет назад Минобороны республики могло собрать максимум 6-7 тысяч штыков, сегодня вооруженные силы Кыргызстана могут собрать чуть ли в 10 раз больше, если надо будет. Совершенно другая армия. В своей речи президент также отметил, что 30% призывников – ребята с высшим образованием, и это не может не сказаться на уровне всей армии в целом. Также он затронул тему развития государственного языка. Нужно развивать кыргызский язык, причем не просто раскидываться пафосными словами, а что-то наконец сделать. Нужно создавать сайты, обучающие кыргызскому языку. Например, я сам выучил английский язык, используя интернет. Утром вставал в 6 часов и выполнял задания, размещенные на сайте Puzzle English. Почему бы не сделать подобный сайт, обучающий кыргызскому языку? Тогда все будут говорить на госязыке. В нашей стране живет много людей, которые не владеют кыргызским, но мы не должны их в этом винить. Тогда время было другое. В конце своего выступления Алмазбек Атамбаев затронул и тему религии. Он призвал людей быть более внимательными во избежание неверного понимания, тщательно изучать догмы ислама, а также призвал жителей Оша ценить дружбу и единство народов. Не нужно делиться на кыргызов и узбеков, русских, таджиков или татаров. Наш герой Манас говорил, что он собрал разрозненные рода в единый народ. Тогда еще наш отец Манас призывал к единству и терпимости, и жители Оша должны стать примером для других регионов и жить в дружбе и согласии друг с другом. Рабочий визит главы государства намечен на 9 и 10 ноября. Кроме Ошской области, Алмазбек Атамбаев посетит еще и Баткенскую. Там он также примет участие в открытии нескольких объектов, таких как школа и новое здание полка специального назначения. Гульджан Алтмышбаева, Бекджан Токтасунов, НТС Ош. Они проходят огонь, воду и медные трубы, порой в старой форме и без специальной техники. Очередной крупный пожар в Бишкеке привлек внимание к проблемам пожарных, а именно к их изношенной экипировке, дефициту пенообразователей и нехватке спецтехники для тушения огня в многоэтажках. Проблемы эти существуют давно, но вспоминают о них лишь после серьезных происшествий. Однако денег на оснащение ведомства выделять не торопятся. По статистике, каждый 6-й пожар приходится на столицу. Всего по республике за 10 месяцев этого года зафиксировано более 3000 пожаров. Большинство из них произошло из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности. Вспомнить об устаревшем оборудовании и нехватке пожарной спецтехники заставляют лишь очередной крупный пожар. Как, например, тот, что произошел в минувшие выходные на складе ГСМ. По словам огнеборцев, во время тушения огня была опустошена большая часть столичных запасов противопожарной пены. Вот здесь у нас получается пенообразователь бак. Но в данный момент у нас пены нету вообще, пенообразователя. Так как последний пожар у нас мы использовали всю пену. И сейчас в данный момент пены нету. Если вдруг случится пожар, нам придется только водой тушить. Впрочем, проблемы на отсутствие противопожарных смесей не заканчиваются. Начать хотя бы с основного – боевой одежды пожарного. Цельных комплектов у огнеборцев почти нет. Форму собирают по частям из поступившей гумпомощи. Всего по республике числится 3000 пожарных. Менять боевки нужно большей половине. Специальная боевая одежда, которой наши пожарные пользуются, она, видите, использовала свой срок годности. Это пожарное обмундирование должно быть использовать в течение 5 лет. Но в данное время они уже используют более 5 лет. В связи с отсутствием этой пожарной формы наши пожарные страдают. Во-первых, вчера показал пожар, что при пожаре наш сотрудник получил ожоги и пострадал от этого.
Мы, конечно, своевременно обращаемся к руководству, но в данное время обеспечение этим пожарным обмундированием в недостаточном количестве. Да и оборудование в большинстве своем свой срок отработало, сетуют огнеборцы. Элементарно нет раций, по которым пожарные могут передавать друг другу информацию. Вместо них используют мобильные телефоны, надеясь на то, что связь не подведет. Вот так выглядит маска от аппарата сжатого воздуха. Его используют для тушения пожаров в особо задымленных помещениях. Оборудование это старое, ему около 30 лет. Вместо положенных 40 минут без вреда для здоровья пожарный может его использовать не более 20 минут. Ну и самое главное, не хватает пожарных машин, способных тушить огонь в многоэтажках. Всего по республике числится 4 единицы спецтехники, рассчитанной на тушение огня в домах до 6 этажей. Из них 2 единицы находятся в Бишкеке. Также в столице есть машина с 50-метровой лестницей и одна на всю республику с подъемником. Данная техника, пожарно-техническая, пример, называется АКП-50. Предназначена для тушения пожаров высотных зданий до 16 этажа. Посмотрите на эту люльку. 4 человека, примерно, она может эвакуировать с 16 этажа, к примеру. На сегодняшний момент она единственная техника в Бишкекском гарнизоне. Город разрастается как вширь, так и ввысь. Имеющейся техники для тушения пожаров не хватает. Взять хотя бы случай, произошедший этим летом, когда в Бишкеке горела многоэтажка на пересечении улиц Панфилова и Фрунзе. К тушению пожара были привлечены 10 пожарных расчетов. Площадь выгорания составила 1000 квадратных метров. На борьбу с огнем у пожарных ушло более 3 часов. После этого пожара в Джугурку-Кенеше на комитете по обороне депутаты поставили задачу перед правительством выделить 125 миллионов сомов на оснащение частей. Однако деньги на счет агентства так и не поступили. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС. Ну и главная мировая новость на сегодня – это выборы в США. По данным агентства Reuters, 45-м президентом Америки становится Дональд Трамп. Согласно данным по результатам голосования в 45 штатах из 50, Трамп получил 279 голосов в коллегии выборщиков. Его соперница Клинтон только 218. Для победы необходимы голоса 270 выборщиков из 538. Эти данные подтвердили Bloomberg и Leaf. Отметим, что это еще не окончательные результаты. Подсчет голосов еще продолжается, однако, как сообщают мировые СМИ, Хиллари Клинтон уже позвонила своему конкуренту и, как сообщается, признала свое поражение. Дональда Трампа также уже поздравили лидеры ряда государств, в том числе Алмазбек Атамбаев. Он выразил уверенность, что пребывание Трампа на высоком государственном посту позволит расширить кыргызско-американские связи. И пожелал ему благополучия, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности. Это была последняя информация в выпуске. Журналисты НТС по-прежнему продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на вашем канале. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго. До свидания.